Жути навел, короче, все, едем обратно. Пятки стертые, если честно, не пятки, а вот... О, прям идти невозможно. Чтобы вы понимали, лететь придется далеко на самом деле. Вместе весело шагать по просторам, по просторам. Камень, камень, камень. Все, это музыка. Мы на станции Инзер. Сегодня нас ждет, сегодня стартует большое приключение длиною в 3 дня. Мы едем покорять Айгир. И чтобы добраться до Айгира, есть 2 варианта. Когда вы изначально едете на электричке из Уфы, либо вы приезжаете на станцию Инзер. Отсюда также есть 2 варианта добраться. Можно пешком по рельсам, что мы не выбираем, либо мы садимся на электричку. Но пока мы ждем эту электричку, давайте я расскажу немного, что происходит и что будет вас ждать. Чтобы добраться до Айгира, вот станция Инзера стоит 35 рублей. Вот, или можно зайцем. Алмаз, да, хочет Куян меня. А со студенческим? Мы хотели зайцы. Вот такой вот большой компашкой идем. Вы на Айгире были уже, ребята? Я не первый раз. Нет? Тут надо постараться, на самом деле, чтобы залезть. Да. Расуль? Расуль? Эй! Спасибо. Даже когда сейчас остановимся там, на Айгире, все вместенько выходим, ждем, пока все вышли, и кучкой идем вместе на Айгир. Я там показываю, где оставлять вещи, где идем кушать, где руки мыть, потом там объясняю, где в какой дом. Строгий мастер-класс. Да, вместе идем. Другие. И всегда смотреть за ближним, кто рядом идет, запомнил там Ильяс рядом, Зайну рядом, все, я типа. Главное, Ильяса не бросайте, Ильяса нельзя бросать. То есть идешь, Ильяса нет рядом, оглянулся, где Ильяс, нет. Ну и пошел дальше. Не, я это не зря, потому что сейчас сезон медведей. Сейчас медведи просыпаются. Не, на самом деле реально. Мы должны были поехать в Альскую пещеру, там закрыли Альскую пещеру на 2 недели, потому что медведи просыпаются и просто ходят. Тут они тоже есть. Я разговаривал с проводниками, они да, сказали, медведи есть, они, говорят, встречаются, следы есть, я, говорит, видели их, но особо не стараются на тропу. Но, говорит, когда я, говорит, ночевал недавно, говорит, у меня, говорит, медведь ушел сон. Поэтому аккуратнее. Я поехал. Жути навел, короче, все, едем обратно. Все, мы уже на месте. 12, 14, 15, 16. Слушайте, это напоминает историю с тем, что поворот не туда, да? Группа молодых людей. Группа молодых людей. Я повторяю за Айнуром. Галия, привет. Мы в гостях горный приют Айгир. Салямушки. Здравствуйте. Какая красота здесь. Смотрите, куда нас заселили, очень классно. Темно на улице, не могу показать, но вот на 1-м этаже здесь очень хорошо, прям прекрасно. Давайте вместе пойдем посмотрим, что там еще есть. Такая вот лесенка. Ой, какая красота. Добро пожаловать, Ильяс Батыргариев. Я вот такую зашпортку сделал, вода. Мне охрану не надо, ладно, Мухаммед? Блин, Оу. Вау, красавчик. Я снял тебя полностью. Спасибо. Я из них делаю. Кабачки? Ага. Когда... Эх, Белорецкий район самый, я не знаю, мне кажется, это сердце республики, что Бурзянский, что Белорецкий, оба красавцы. Вот смотрите, просыпаешься, наверное, видео не передаст это ощущение, но мне кажется, это какой-то райский уголок, смотрите. Здесь леса, пожалуйста, здесь горы уже начинаются, здесь все. Ну, а мы направляемся на завтрак прямо сейчас. Доброе утро. Расуль, чтобы подниматься на гору, что ты делал, какой обязательный ритуал, к чему готовился?
Молился? Ты вообще очень подготовился. Да. Что было самое главное при подготовке? При подготовке это не готовиться, Да. не спать. Я 5 часов уснул. Председатель. Председатель. Банзарского Носки, посмотри, носки, значит, все Вообще готово. охрененно. Все, мы стартанули, прямо сейчас вот с парнями, парни уже напевают мотивы какие-то родные. Что, как настрой? Круто, все отлично. Нет, ты когда серьезно говоришь, на самом деле, на самом деле ты не такой смешной. Спасибо. Как спал? С кем спал? С кем? С Расулем. Он был сверху. Вау, какие подробности. Три правила настоящего, давай, туриста, но который идет в горы. Первое правило — безопасность, прежде всего себя, а потом окружающих. Второе — взять еду на всякий случай. Так. Мало ли, может Из всей группы Мухаммед только взял еду, кстати, надо. И Мухаммед потенциально небезопасный ему будет первый пункт, да, вычитываем. Так, и третий пункт. Третий пункт — одеться потеплее. Итак, мы на первом пункте. Здесь написано, как раз таки есть и все указатели. Приют Айгир мы видим. Мы видим что? Катаскинские скалы. Катаскинские скалы 4 метра, 4 километра. Здесь мы сегодня пойдем по самому легкому пути, походу, Зубы Шураля, 750 метров. Барабат мюхма. Китек. Шахмак, аня берга. И все, бетты музыка. Итак, восхождение идет на самом деле. Шакмак что-то прям как будто это по парку Первомайский идет, спокойно гуляет. Назгуль, как тебе? И почему ты сзади пристроился? Айрат салям. Тебе, наверное, втройне сложнее, да? Туда-сюда бегать? Но красавчик. Но первый-то был алмаз на самом деле. На вопрос, как же мы будем спускаться, тут на полном серьезе люди отвечают, что вот просто скатываются. Я даже боюсь представить, какая скорость может быть здесь. Ребята, что здесь следы медведя? Ну? У нас ребята не испугливых, не ведутся на такие пранки. Но лишь бы пранк не стал реальностью, то может быть лучше, посмотрите. Так, ребята, отдохнули, идемте дальше. Отдохнули? Все, идем. Ускоряемся, ускоряемся. По всему пути, что идешь, когда восходишь на Айгир, ребята, те, кто уже восходили ранее, на самом деле оставляют маячки всевозможные на деревьях. Это может быть не очень круто с экологической стороны, но вот здесь вот смотрите, дороги на 1909, Ишимбай, здесь есть Екатеринбург. Мы свой след оставлять не будем. Ты забыл своего кота, братан. Кстати, вот эти штуки нам помогают на самом деле подниматься, а он даже не заметил, что у него упало. Держи. Это стоит того, чтобы мучиться и подниматься, но кто-то вот стоит рядом с деревом и никуда не хочет идти. Я никуда не пойду. Мужик, хватит за мной ходить. Мужик, хватит. Перестань. Как говорится, замыкая круг, я иду самый последний. Но не от того, что устал, а от того, что уже просто пятки стерты, если честно, не пятки, а вот... О, прям идти невозможно. Но ничего, осталось чуть-чуть. Эдгена Калда, как говорится. Скоро уже будем на самой вершине. Вот поднялись на гору, дальше что, Мухаммед? безопасность прежде всего. Говорит человек, который вывихнул плечо первым из группы. Было очень скользко просто. Наслаждаемся видами, пьем чай и спускаемся обратно. В принципе, вот это и есть смысл путешествия. Живи, кайфуй. Сила в горах. В чем правда? В стиле, брат. Все, зафиксировали. Но все эти невзгоды, все эти трудности, которые были на пути, на самом деле они ни по чем.
когда ты оказываешься вот перед таким видом, ты видишь замечательную природу, у тебя есть возможность подумать о жизни. В городской суете ведь этого невозможно сделать. Что не сделаешь ради контента? Если человека не отговоришь, хотя бы снимай его. Ты еще так? Ты не видишь, мы видим все. Просто чтобы вы понимали, лететь придется далеко на самом деле. Сердце замирает просто, сердце. Такие, у нас даже пацаны так не идут, а девчонки угу-гу. Спускаться на самом деле как-то страшнее, если честно. Эй, да попробуем, как они делают. О! Вместе весело шагать по просторам, по просторам. Камень, 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 камень. О! О! Всё. Вот это Айгир! Было очень круто. Смотрите, зубы Шурале всего лишь 750 метров, чуть-чуть сначала чуть-чуть, так скажем, тяжело, но потом, когда вы спускаетесь зимой, только зимой, летом так не получится. Поэтому зимний Айгир Афарин. Зубы Шурале. Это на самом деле райское наслаждение. Посмотрите на Расуля. Мы самые первые, мы выжившие. И Тугандарам надо путешествовать по родным землям. Вы посмотрите, какой кайф, сколько эмоций. И почти вот без денег, да? Ну а сейчас время вкусных историй. Прямо сейчас мы бежим на обед в наш замечательный горный приют Айгир. Рахматушки, дорогие, вы самые клевые. Белый дом называется. Мы идем в Белый дом. А Ради Фаритович здесь будет? Итак. Всем приятного аппетита. Давай смотри. Вечера на блок-турах проходит именно так. Пацаны пилят контент, сейчас что-то будет интересное. Давай рассказывай. Не надо вот это делать. Туда-сюда не делай, да? Туда-сюда махаться будешь, да? Апертура свою включай, сворачивай. Короче, смотри. Пацаны серьезные вообще. В общем, на часах 4:25 эти ребята не собираются ложиться спать. Завтра в 8 подъем. Это будет Регина и Расул почему-то. Типа вот уверена была, что Расул. Время 6 утра. Сейчас мы выбрали маршрут добраться альтернативно. Не с ребятами, мы выбрали путь, как добраться именно на электричке. Горный приют Айгир встретил очень по-доброму на самом деле. И хочется сказать, что это явно не последняя встреча. Спасибо большое ребятам, спасибо Ильдару, спасибо Сашке. А самое главное, спасибо Башфонду. Здесь очень много аплодисментов. Мы уже сейчас тронулись от станции Айгир. Время 6:54. В 6:54 мы тронулись на Инзере на 7:14. То есть делаем вывод, что в дороге мы потратили 18 минут. Итак, а сейчас ожидание 3 часа, получается, мы будем ждать непосредственно электрички до Уфы. То чувство, когда и в гостях хорошо, ну и дома тоже неплохо и отлично. Мы уже в Уфе, мы приехали. Хочется сказать отдельно спасибо организаторам блок-тура за то, что смогли передать вот эту теплоту. Уверен, что еще повторим, будут клевые вылазки, но вот за Айгир отдельный респект. Спасибо.